Добрый вечер, уважаемые телезрители. В студии «Вечерний чай» удивительный гость, интересный собеседник Шилов Александр Александрович. Дело в том, что Александр Александрович Шилов – это художник-пейзажист, член-корреспондент Российской академии художеств. Добрый вечер. Здравствуйте. Вам, во-первых, спасибо, что вы нашли время. Ваш наполненный день вы нашли время, чтобы посетить нашу студию. Скажите, вы были уже в Чечне? Да, было не раз. Я очень хотел посмотреть саму природу Чечни. В чем ее различие между, так сказать, другими кавказскими регионами. А вы вообще Северо-Кавказский регион посещали? Посещал. Я был и в Ингушетии, и в Кабардино-Балкарии, и в череде, так сказать, гор. Поднимался на 1600 метров. Смотрел Над там уровнем. виды, там работал, небольшие работы писал, то есть пейзажи. Вот. И, конечно, это красота, которая несравнима ни с какой Европой. Вот точно совершенно. А вы знаете, я прочитал, что говорили, кто видел красоты Кавказа, тому Швейцария в смысле и не нужна. Это говорили в 19 веке. Надо беречь это все. Ну. Сберечь. Вот они умеют беречь все свое. А мы надо вот все это настолько вот хранить это и оберегать от посторонних. Понимаете? Скажите, а то, что вы являетесь художником-пейзажистом, это ваш выбор? Я думаю, что это мое призвание. Вот есть Всевышний, который вот говорит, ты будешь портретистом, ты будешь пейзажистом, ты будешь маринистом, то есть море писать. И это надо почувствовать душой и сердцем, так, чтобы это вызвало в тебе такую эмоцию, которая сравнима с переживаниями и эмоциональной там слезой. То есть вот это надо сопереживать. Когда ты, вот я смотрю на пейзаж, и когда у меня сжимается внутри сердца, я понимаю, что этот сюжет мне очень близок. И мое внутреннее содержание должно выплеснуться через определенный вид на холст, понимаете? То есть это все вот как раз вот этот вот симбиоз творческого процесса, когда картина должна разговаривать со зрителем. То есть сам художник через холст пытается что-то рассказать. Но для этого нужно то место, которое, конечно, тебя будет завораживать и будет раскрывать в тебе твой внутренний мир, который ты как раз и хочешь рассказать зрителю. А ваши любимые места, которые вы запечатлели на своих полотнах? Моя малая родина Сокольники. Если вы знаете, там есть Петровские пруды, они же называются Путяевские. Вот, череда, 6 прудов идут. Это очень такие дикие, красивые места. И я вот, в принципе, там вырос и очень много посвятил этому месту картин. И на этой выставке как раз можно посмотреть, насколько может быть рядом с центром в Москве какая природа. Там же находится Лосиный остров, самый большой, если вы знаете, заповедник. Вот. И ботанический сад, ВДНХ, то есть там это все вот связка большая такая, культурная, именно парковая зона. А желание писать горы? Есть, конечно. Я уже вот и работал, и работаю, и сейчас привез картину «Кавказ». Там как раз это А вот подробнее о выставке. Как вообще идея появилась? Вас пригласили? Министр культуры выразил, так сказать, пожелание, чтобы я приехал сюда с своими картинами. Хош Бауди. Я ему очень благодарен за то, что он это все вместе со своим помощником Рустамом все это проделал. И была выполнена колоссальная работа для того, чтобы это все сюда приехало. Я им очень благодарен, так сказать, за организацию. Реально, люди старались, люди работали. А много полотен привезли? А сейчас их 39. 39 полотен, Да. это то, что мы увидим на выставке. Да, да. Я вас уверяю, этого более чем достаточно, потому что картины большие. Скажите, а допустим, ваша первая персональная выставка? 2005 год, это храм Христа Спасителя, зал церковных соборов. Вход был со стороны набережной. Вот те огромные бронзовые ворота, вот эти вот, 8-метровые. Там вот как раз состоялась моя первая такая достаточно серьезная, весомая выставка. В храме Христа Спасителя. Да. Вы скажите, а как ее воспринимали, то, что она именно в храме? А там зал вот этот церковных соборов, там, где проходят все заседания, и есть определенные места в виде балконов, таких больших залов, где это все среди колонн выставляется на треногах. Когда мне тоже это предложили, я думаю, а как же, среди икон, что ли, мои картины будут висеть? Нет, просто есть специальные выставочные площади, которые и использованы были под ваши картины, как мне сказали. Так и получилось.
Ну, наверное, и душевное состояние, оно тоже соответствовало, допустим, тому, где эта выставка проходила. Художник и вера. Просто ваш комментарий. Неразделимы. Я почему это говорю? Вот вы говорите, ваша первая персональная выставка в храме Христа Спасителя. Это ко многому обязывает. Но, допустим, совсем недавно мы были свидетелями того скандала, эпатажного скандала, когда вот эти девицы заскочили именно в храм Христа Спасителя, и произошло то, что произошло. Опять же, ваш комментарий. Возможно, и как это возможно, и можно ли оправдать, допустим, когда святыни превращаются в объект какого-то надругательства. Я имею в виду, вот некоторые распиливали православные кресты, некоторые устроили то, что устроили. Я считаю, что в такой ситуации нужно сохранять, так сказать, трезвость своей эмоции. Дело в том, что этот грех, действительно серьезный грех, это своего рода провокация, которая вызывает в социуме бурление масс народа и раскалывая его на части. Кто-то, так сказать, либеральными методами говорит, что это возможно и пусть балуются, вот, а кто-то, так сказать, из духовных и культурных людей и вообще просто слово есть человек, да? Человек, что это такое? Чем он отличается от животного? Тем, что в нем есть духовный стержень. Когда нет духовного стержня в человеке, он подобен по своим нуждам, по своим страстям, кому? Конечно, к животным. И вот эти вот девочки показали уровень именно второго класса, то есть животных. Поэтому наша задача, общества, это прежде всего не допускать подобные акции. Если бы там была охрана, которая бы не позволила это все сделать, правильно? А действительно, охраны не было. То и прецедента бы что? Не было. Не было. Где тогда была охрана? Можно предположить, что это было спланировано. Тогда зачем вообще теперь мы это обсуждаем? Уберите провокацию как таковую, и все будет в порядке. Интересно. Да. Скажите, а черный квадрат Малевича, он не был провокацией в свое Конечно, время? провокация. Дело в том, что в 17 То есть это году... ваша искренняя... Конечно, да. Это все политическая ситуация, которая раскалывает общество на духовность и на сатанизм, и мракобесие. Дело в том, что есть у нас корни, есть школа, есть академические знания, есть, в конце концов, культура духа человека, которая определяет его нравственное и моральное поведение в обществе. И вот когда это все перечеркивается, наступает чернота, вот этот самый квадрат Малевича. А во внешнем мире наступила революция в 17 году, где рушили что? Прежде всего веру, разрушая храмы, были гонения культурных, так сказать, людей, на которых стояла и жаждалась Россия. Правильно? Поэтому в художественном смысле это разрушение произошло тем, что допустили определенные силы свои вот эти вот мракобесные направления, а именно там Кандинские, там Малевичи и прочие школы, Бубновый валет, Голубая роза, это там их столько, этих измов. А в свое время музыка была андеграунд такая, когда можно было без слуха, без голоса что-то там бренчать. Раньше их не пускали, а в 90-х все это всплыло наружу. И очень многие группы, всемирно известные сейчас, и российско известные, которые именно сейчас раскрыли свою позицию по отношению к России, по отношению к нашему лидеру, это попросту предатели. Мы же знаем этих солистов, этих групп, у которых голосов нет и слуха, которые там что-то ноют, пищат, а теперь им еще власть не угодно. Та власть, которая Богом назначена для того, чтобы спасти не только Россию, но еще и весь мир. Передел сделать на то, чтобы Россия, духовная держава, показала пример всему миру, что мы должны быть общество созидания, а не потребления. Потому что общество потребления приводит к чему? К войне. К насилию и к войне. Чего мы сейчас видим, так сказать, что происходит. 90-е нашей новейшей истории – это те 20-е, как измы которых вы напомнили сейчас. По сути, да, это, в общем-то, отчасти это эхо того же. Смотрите, в 17 году и после пришла революция, пришли, так сказать, определенные темные силы в Россию. Начали рушить духовный стержень, разрушать храмы, переделывать идеологию. Что в итоге получил народ? Он получил войну,
которая пришла как способ, так сказать, высших сил обрести и призвать людей к покаянию через вот такую мощную, так сказать, жертвенность. Сколько людей погибло? Не просто так. Человек, если грешит, получает болезнь серьезную. Либо, если он убежденный негодяй, это получают дети за него, близкие. Либо другие поколения. Всему приходит, к сожалению, расплата. Так вот устроен мир. Божий мир, так сказать, мир Всевышнего. Поэтому Россия, после того, как впала в этот страшный грех, позволив это, так сказать, не знаю, как это правильно даже назвать, произойти силе, тому, что произошло. Да, нужно было за все понести вот это вот серьезное кармическое наказание. Я был просто удивлен, когда узнал, что не суть главное и важное – это сам черный квадрат, а суть важная – это для чего он был написан. И я был потрясен, когда узнал, что он его написал для того, чтобы его повесили в крестьянской избе вместо, допустим, иконы. Была в свое время передача, где было озвучено его дневники. Я очень был удивлен, что почему-то раньше как-то это все не, так сказать, не приходило в сознание людей, что это просто он был сатанист. И у него была целая, так сказать, плеяда учеников. То есть можно было просто растоптать веру и все. То есть, ну вот все, что это происходило, это вот не от хорошего. Вы за жесткие методы контроля, допустим, воспитываем молодежь? Жесткие не надо, нужно просто предлагать альтернативу. Вот сейчас говорят, почему так много того, что вот на эстраде происходит что-то не то, там в кино происходит, да? Почему постоянно показывают какие-то войны? Вы не обращали внимания? Да, обращал. Почему тут не надо быть пророком, чтобы достаточно включить телевизор. Действительно, вообще для меня символ 20 века это один человек другому человеку в живот этот трехгранный штык воткнул. Вот и весь 20 век. И, впрочем, начало 21-го тоже. Вы знаете, я бы так сказал, что конец 20 века, начало 21-го, то есть эпоха с 91-го года, с 90-го, да, до, скажем, 2000. Но по сути и сейчас, вот, у нас сейчас идет некая перестройка, мы подходим от, еще раз повторюсь, от общества потребления к обществу созидания. Когда уже у человека не будет такой жажды захватить, обладать, копить. Ради чего? Мы об этом заговорили. Вы знаете, вот, допустим, республика, Россия, да и мир, наверное, был потрясен тем, как культуру Междуречия, Месопотамии уничтожали на глазах у всех. Снимали там где-то, Сирия. Да, это кошмар, это страшно. Но, включив телевизор, я узнаю, что в одной из наших столиц был уничтожен объект, архитектурное здание вот, времен конструктивизма. И это произошло вот сейчас, буквально на той неделе. Разве это не одинаковые по своей природе события? Ну, уничтожить, допустим, архитектурный памятник для того, чтобы построить торговый центр. Вот вы только что говорили от общества. Это лик времени, это отношение людей, конечно. И дело в том, что мы, обычные, там, предположим, простые граждане, должны так сказать, высказывать свою жесткую позицию по отношению к происходящему. Мы не должны это позволять. Если, например, 100 человек выйдет и скажет, мы не дадим сносу этого здания. Все, мы не даем на это никакого разрешения. Это эстетические вещи, которые нас воспитывают духовно и наших детей. Ибо это очень красивая музыкальная, так сказать, архитектурная композиция. Понимаете? Ведь что такое архитектура? Это застывшая музыка, как и скульптура. Это очень важно. Оно все взаимосвязано. Скажите, а кроме того, что вы художник-пейзажист, вы себя испытывали в каких-то других жанрах? Дело в том, что изначально у меня так жизнь сложилась, что после того, как я закончил художественную школу Суриковскую, дальше я учился в АВГИКе на художника-постановщика. И как плод тому сняты 3 документальных фильма
один из которых называется «Пароль верность». Сейчас он в Ютубе с 2010 года висит, можно его посмотреть. 52 минуты формат. Пароль? Верность. Пароль верность. Да. Обязательно посмотрю. Вот. И, в общем-то, то есть, вот, реализовал себя слегка, так сказать, чуть-чуть затронул эту тему. Но и вообще выстроить кадр пейзажа — это тоже своего рода кинематограф, потому что в кинематографе 25, так сказать, кадров в секунду, а здесь должно быть «остановись мгновение, ты прекрасно». То есть я должен этот один кадр собрать. Это что-то из Гёте, из... Да, вот так вот. Это ну, удивительно. еще плюс я заканчивал юридический институт дневной тоже. Институт государства и права. Вот. И, в общем-то, тоже ориентируюсь в пространстве в плане законодательства и государственного устройства. То есть, я так понимаю, кругозор ваш для нашей жизни, он действительно он достаточно широк. Но я почему это говорю? А кроме того, вы, по-моему, еще и имеете отношение к спорту. Вы можете об этом чуть подробнее сказать? В свое время я достаточно много в жизни, времени уделял спорту. Это действительно так. У меня было по где-то лет 9, по 5-7 часов тренировок в сутки. Понимаете? То есть вот часы шли, вот так вот 5-7. Это можно подкорректировать. 5-7 часов в сутки были занятия. Ну, и я защитил мастера спорта вот, по боевому карате еще Советского Союза. Ну, для вас же карате, наверное, это больше, чем просто движение, больше, чем мускулы, больше, чем сила некая. Это еще и философия, может быть. А вот, кстати, философия, восточная философия карате, философия дзен, допустим, и творчество, я имею в виду живопись, здесь как-нибудь одно другому помогает? Да, помогает дух собранности. То есть вот я, например, работаю при минус 15 градусном морозе. У меня был вот такой своеобразный рекорд. Вот как бы не сбежать-то? Все мерзнут кругом, даже моржи там раз окунулись и убегают, заворачиваются. А я стою 3,5-4 часа каждый день на одном и том же месте, чтобы написать картину. Вот у меня был прецедент, когда 2 этюдника лопнули в работе над от картиной. Мороза. Да, расщеперились на доске. Вы, пожалуйста, чай у нас самый настоящий. Я вас очень прошу. Спасибо большое. Скажите, Александр Александрович, а вы говорите, вы еще сняли документальный фильм, а художественное кино, игровое кино? Нет, не было возможности пока еще. Ну, а, допустим, ваши приоритеты? Что вы любите смотреть? Кинорежиссер, фильмы? Конечно, у меня Меньшов, Рязанов, социальное кино глубокое. Михалков, конечно, да. Последняя работа Михалкова? Во-первых, Тарковский. Тарковский для меня это все. Это ну, вы мир, знаете, здесь, кстати, я могу за вами вслед повторить, что для меня это тоже все. А из Тарковского, я думаю, Андрей Рублев. Вот мне лично «Сталкер» и «Солярис». Вот, правильно, да, и «Сталкер», и «Солярис», я хотел сказать, да. Но я почему-то думал, что вы, как художник, вы назовете именно Андрея Рублева. Вот почему-то нет. «Солярис», да. Дело в том, что «Солярис» настолько философски драматичная вещь, глубочайшая, которая рассказывает нам, зрителям, вообще о всех ценностях мироздания, всех систем таковых Вселенной, об отношении детей и родителей, о любви. Это самая серьезная тема, которая переплетается через эти отношения. Что же такое любовь? Любовь человека к человеку, любовь сына к отцу, любовь сына к матери, любовь сына к родине и бережное отношение к таковой. Вот как это все испытать, и эта вся нить, как, понимаете, шерстяной клубок окутывает философию фильма. Постичь фильм «Солярис» может не каждый. Очень многие на просмотр вставали, выходили. Я прекрасно Надо помню. раскрыться здесь. Это такая глубина, до которой еще расти и расти всем. Поэтому я просто низкий поклон делаю памяти и творчеству Тарковского. Он был гениальный художник от Бога. Просто вот
так сказать, это пласт основы культуры кино российской, вот, собственно говоря, империи нашей. Тогда вы можете сказать, например, вот действительно то, что вы говорите, в этом есть некая надземная составляющая. Вот я вам сказал, наверное, это метафизика некая. Но скажите, пожалуйста, а допустим, те картины, которые, я так скажу, сгорели, в космосе сгорели. Да. К этому ваш комментарий. Это даже не вопрос, но это удивительно. Я не знаю, что спрашивать. Просто я был удивлен, когда я готовился к нашей встрече и узнал, что 10 ваших полотен сгорели в космосе. Это что, знак был? Вообще, вы сами как это восприняли? Можете подробней? Я вначале, естественно, очень переживал за это, но потом, так сказать, буквально там за считанные часы понял, что это тот самый закон драматургии, но уже на земле, который должен преследовать любого художника. Неважно, кто ты, архитектор, музыкант, режиссер, просто человек чувственный, который, так сказать, сам по себе уже является художником. Дело в том, что если в 2007 году все удачно слетало и вернулось, в 2010 упало, а потом в 2012 опять взлетело и вернулось, это тот самый закон взлета, падения, взлета. Тот самый закон, по которому строится любое кино. Любой сюжет. В мире все взаимосвязано, Конечно, да? да. Если ты становишься частью или сопричастным к этой системе ценностей Вселенной, то ты должен пройти эту дорогу до конца. А вообще, как это получилось, что ваши картины, оказывается, не единожды, ну, они вот, я так скажу, они летали, приземлялись, летали, сгорали. Это чья идея была? Кто? Это исключительная идея руководства Центра подготовки космонавтов. Родилась она в момент проведения моей выставки в Звездном городке, когда готовящийся экипаж, ветераны еще первого экипажа, там было и Терешкова, и Леонов, и Шаталов, и Соловьев, плеяда вот тех всех космонавтов, которых мы горячо любим. Они сами предложили мне, в частности Марина Попович, о том, чтобы я слетал в космос и написал там картины. Они вам предложили? Да. Ну, потому что очень, скажем так, понравились картины. Ну, что тут говорить. Все отзывы у меня вот написаны. Это их было предложение официальное, но в связи с тем, что состояние здоровья обычного человека, коим я являюсь, конечно, далеко от норм, которые должен выдержать настоящий, так сказать, космонавт, те перегрузки, то просто предложили тогда написать картины, которые будут сопровождать экипаж для психологической разгрузки. Вот вы вспоминали фильм «Солярис», где отец припадает, где сын припадает к ногам отца. Но я как хотел это обыграть, и что я хотел спросить, и что я хотел сказать. Бывает, например, это знаменитая картина «Блудный сын» Рембрандта. «Возвращение сына» называется. Да. Вот знаменитая картина. А бывает так, что картина, полотно, в которое художник вкладывает всего себя, всю свою душу, свое сердце, она каким-то мистическим образом меняет его судьбу в лучшую или в худшую сторону. Я почему вспомнил Рембрандта? Я же не специалист, но я так читал. И причем читал не в одной книге по искусствоведению. Вот этот «Ночной дозор» знаменитый Рембрандта, что он катастрофически повлиял на дальнейшую жизнь или судьбу художника. А это действительно может быть в нашей реальной жизни? Да. Дело в том, что любой творческий человек, который вкладывает свою душу и определенную энергию в связи с этим, а если вы знаете, душа и энергия, она бессмертна. Если, например, смотреть на очень известные картины художников эпохи Возрождения, Монна Лиза, например, да, есть люди, которые падают в обморок. От чего? От той энергетики, которая идет из этих картин. Понимаете? Это энергия, которую вложил художник туда. Так вот, у меня, например, есть картина «Осень», которая вызывает реально физические слезы у людей, которые на нее смотрят. А когда я написал эту картину, я достаточно долгое время, ну, мягко выражаясь, болел.
сбросил очень много, так сказать, килограмм и так далее, очень долго восстанавливался. То есть она из меня выпила Жизненные очень соки. много. Да, да, да. Но сейчас зато она людям дает столько энергии, что практически проникает до сердца. Особенно вот у женщин. Это интрига. Ну, это, во всяком случае, я могу подтвердить, что те или иные произведения, так сказать, меняют жизнь художника, потому что художник своего рода волшебник. Вот это и звучит по-детски, но это правда. Вот что он себе Для меня напридумывает, абсолютно не по-детски. что он себе там напридумывает, что он проживет в этот момент с этой картиной. Лирику, драму, рассвет, закат, оттепель. Чувствуете разницу душевного состояния? В этом состоянии он и будет пребывать какое-то время. И вот сколько он энергии вложил, столько времени эта энергия будет делиться на дни, часы, может быть, годы, и она будет рядом с ним. И вот ему надо перебить каким-то сюжетом свое настроение, свою жизнь. Потому что если ты находишься в понуром настроении, ты притягиваешь все остальное именно такого же склада. Если в веселом, значит, для тебя все расцветает, так сказать, и ты в позитиве живешь. Это все взаимосвязано. Надо очень серьезно относиться к тому, что мы смотрим по телевизору или на какие выставки мы ходим. А художнику надо еще ответственнее относиться к тому, что он дает на суд зрителя. То, чем он его кормит, зрителя. Ибо это духовная пища. Она является, если, например, не свежая пища на физическом уровне, можно там прийти в себя там, за несколько часов или там, за день, и все. А духовная пища — это годы и десятилетия либо гибели империи, либо ее рассвета. О государстве судят по тем произведениям, которые она оставляет. Это очень важно. Да. О государстве судят по тем произведениям, которые последующим поколениям которые она будет оставляет после оставлено себя, да. его мастерами. Конечно. А Москва и Петербург. Вот вы оба города любите в одинаковой мере? Абсолютно точно. А я все равно хотел спросить, а который все-таки вам ближе? Москва. Не Петербург. Надо родиться в Петербурге, чтобы часть души была там. Я просто не буду лукавить, скажу как есть. Для меня ближе, естественно, Москва, потому что я родился в Москве. И это будет у всех всегда так. А кто из сильных мира всего, или слабых, так скажу, уже имеет в своих коллекциях ваши картины? Ну, начиная, так сказать, с обычных граждан, заканчивая первым лицом нашего государства. Президентом Российской Федерации. Да. К сожалению, Александр Александрович, вы знаете, вот я не покривлю душой, скажу, что как 1 секунда пролетели эти минуты. А я так даже и не заметил. Я тоже не заметил, честно говоря. Вам громадное спасибо, что вы нашли время, посетили нашу студию, и у вас есть еще 60 секунд обратиться к жителям города, к жителям республики, что-то пожелать, что-то сказать, порекомендовать. Пожалуйста. Хочу поблагодарить всех за теплый прием, за те добрые лица и глаза, которые я вижу сейчас на улицах, и где бы я вот ни заходил. Это очень приятно, этот теплый прием. И хочу пожелать вам, чтобы вот ваша республика и впредь также цвела. Хочу пожелать, чтобы люди, которые в ней жили, всегда возвращались в нее с любовью, радостью и счастьем. Вам спасибо, а вам, уважаемые телезрители, я напоминаю, что в студии «Вечерний чай» был Александр Александрович Шилов, художник-пейзажист. Вам громадное спасибо. Спасибо. Очень интересная беседа была. Ну, я говорю здесь, знаете...